любимых авторов, уважаемые друзья, коллеги. Ну, первый сегодня публичный показ нашей картины, которую вот, обозначили в прошлом году, был снят в нашей республике «Пути великих истин, пути великих свершений, дойти до края». И замысел в лице первопроходца Семена Ивановича Дежнева показать тот период, который, в те времена, когда Якутия была воссоединена с Россией. Ну, фильм, он исторический, документальный, посвящен столетию Якутской республики нашей. В отличие от других фильмов, это, наверное, он показан немножко под другим углом. То, что дала республика в России, то, что она сделала, что Россия стала великой державой. Спасибо. Путь к этому неприступному каменному носу лежит через арктические льды, северные бури и тихоокеанские туманы. Это край света, сегодня известный всему миру как мыс Дежнева. Дойти до края. Сибирский континент. Раемый морозами. Сибирь в этом плане будет поражать, конечно, воображение. Проходится на фоне европейской России, где все, в принципе, понятно, знакомо, хорошо, так ровно, гладенько. А тут где-то огромные горы, звери, огромные реки. И все это будет считаться, естественно, проявлением Божьего замысла. Этот проект важен с точки зрения того, и для достижения той задачи, которая стоит сегодня перед нами, это противодействие искажению истории нашей страны, истории всего мира, и той роли, я не устаю повторять, какое оказала наша страна, все наши народы, наша республика в развитии вообще, наверное, мировой цивилизации. И об этом сегодня как никогда лучше сказал этот фильм. Спасибо всем большое. Вам спасибо. И большое спасибо всем создателям и тем, кто был причастен к созданию этого фильма. Спасибо. Проект этот получился очень таким масштабным в плане вот здесь спросили, сколько человек участвовало, да? В плане вовлечений. И есть такие проекты, которые говорят народный, да, и я думаю, что вот этот проект, он действительно народный. Люди, которые снимали вот из телеканала «Моя планета», они достаточно востребованы, и им каждый день дорог. График выездов всегда вычислялся, там, когда улетим, когда прилетим, когда в Москве будем, когда и так далее, так далее, так далее. Но в Якутии съемочная группа, даже задерживаясь по погодным условиям, она не жалела потерянного времени, а наоборот приобретала. И вы видели, они вот в конце, вот, когда мы смотрели фильм о фильме, танцевали, говорили. Продолжение? Да. Если продолжение, кто следующий? Вы докажете Хабаровску, что Хабаров вообще из Якутска, а не их? Всех, Георгий Дмитриевич, меня зовут Фаридун. Я в Якутии уже на самом деле больше 20 лет живу, да, но на самом деле хочу поделиться впечатлениями, что, к сожалению, за пределами Якутска не бывал. Благодаря этому фильму, наверное, я вот увидел такие красоты Якутии, да, за что, наверное, от лица всех зрителей выражаю вам огромное спасибо. Сегодня в нашей республике 129 народов живем в мире и согласии, взаимно друг друга дополняя и обогащая. Это, мне кажется, целью задачей сегодняшний фильм, как никто или ничто лучше справился. Юрий Дмитриевич, вам спасибо. Добрый вечер. Город Якутск, Николай Николаевич Новгородов. Если не секрет, бюджет фильма какой стал? Один из моментов,
говорят, а вот затратили много, да, 14 миллионов много или немного? Нормально. Да, вы представляете, да, Чукотки на Междежнем улетели, да, а администрация Чукотской округа не так с энтузиазмом встретила. Мы отсюда вручную управляли, да, но зато всех поблагодарили, да, начиная от водителей, администраторов, там, кто помогал на Чукотке. И они были удивлены нашим спасибо. Димов, он пробежками занимается, да? И они, по-моему, бегали еще на мысе Дишнева. Да. А об этом будет где-то упомянуто или где-то снято? Вот, мы сейчас, вот у нас есть сайт, мы там выставляем наши фильмы вот эти. И хотя мы, вот фильм о фильме, это небольшой, и каждый улус сейчас заказывает тоже свои, то, что было снято в улусах. И Якутск тоже. И вот думаем, эти эпизоды, наверное, надо обязательно нести, потому что в самом деле вызывает тоже большой интерес. И Дмитрий Димов, это они были первыми, кто пробежались в Мысе-Нижнем. Наша прабабушка была перевозчиком Аллах-Минской программы, поэтому мы сюда пришли всей семьей. О, Григорьевич, еще раз спасибо, классно, молодец. Рад встретиться. Он вообще на стойбище живет, по-моему. Он со стойбища ехал на это, Ну вот, на это. санями. Да. 40 километров 30 было, километров да? это получается, ну это же очень медленно. Где-то сказал, что 3 часа ехал только для этих Ради съемок. То есть это нормально, да, то, что на севере передвигаются, да? То есть это Не-не-не, часто это, или нет? это было раньше, а сейчас это, ну, некоторые передвигаются, но в целом нет. Это на севере, да. Но якутские лошади, они же быстро не ходят, они же любят спокойно, Да, свободолюбиво. И тем более в минус 50 они же не будут бегать. Ну, конечно, да. А еще же специально для съемок одноклассника Изабеллы Иннокентьевны купила лошадь с санями в Кые, да? Специально для этих съемок. Поэтому было много вот саней. И люди, они сами местные жители, и как бы, ну, это их естественная среда, поэтому Коневоды. у них нет, да, имитации или чего-то. То есть они... Да, в Да, естественной среде очень хорошо. Да. Поэтому, мне кажется, очень такие естественные фотки получились. Именно портрет. Изабелла Иннокентьевна завхоз целый год занимались именно вот одеждой, да, одеждой для алахминских грузоперевозчиков. У каждого должно было быть по 3 торбоза, вот высокие они, наколенники, там много очень. Это не просто шубы, еще внутри же надевали. Все натурально. Все натуральное. Все очень хорошо.